молчат счастливые пары? Сейчас многие удивятся. Счастливые пары тоже ссорятся, тоже обижаются и тоже иногда хотят хлопнуть дверью. Но есть одна вещь, о которой они никогда не молчат. За годы работы я поняла одну закономерность. Несчастливые пары молчат о своих чувствах, пока они не превращаются в претензии. Сначала ничего страшного, потом потерплю, потом сейчас не время, а потом однажды звучит: ты меня никогда не понимал. И человек рядом искренне удивляется, почему ты раньше молчала. Потому что счастливые пары не ждут, пока накопится тонна обиды. Они говорят о том, что чувствуют не когда уже все взорвалось, а когда проблема только появилась. Не обвиняют, не унижают, не пытаются победить. Они говорят не против друг друга, они говорят друг с другом. А в этом огромная разница. Если в ваших отношениях разговоры заканчиваются обидами или молчанием, это не значит, что любовь закончилась. Возможно, вы просто разучились слышать друг друга. Приходи на мою бесплатную диагностику отношений. И мы разберемся, что сейчас происходит именно в твоей паре и как вернуть близость